Он внес значительный вклад в укрепление отношений Советской России и арабских стран. Так говорят про уроженца Башкортостана Кариме Хакимове. Обсудим его личность вместе с послом по особым поручениям, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Саудовской Аравии в период с 2010 по 2017 годы и автором книги «Карим Хакимов. Летопись жизни» Олегом Озеровым. Олег Борисович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Взаимно, Олег Борисович. Чаще всего, когда изучаешь исторические данные о Кариме Хакимове, говорят, он внес значительный вклад. Что скрывается за этими словами? О его вкладе вы имеете в виду? Да. Ну, его вклад многогранен, его в двух словах не опишешь. Скажем сразу, что Карим Хакимов, если говорить о наиболее значительной части его вклада в развитие отношений России с арабским миром, заложил основы этих отношений еще в начале, в первой половине 20-х годов прошлого века. И многие из тех принципов, которые он закладывал в эти отношения, как с Саудовской Аравией, так и Йеменом, а впоследствии это было распространено и на другие арабские страны, эти принципы действуют до сих пор, и советская дипломатия ими руководствовалась в течение длительного времени, и российская дипломатия продолжает эту традицию. Можете ли вы раскрыть, какие именно принципы дипломатии до сих пор работают, какие основы он заложил? Ну, во-первых, сам принцип взаимоуважительного, равноправного отношения к нашим партнерам. Мы сегодня видим в мире повсеместно, что зачастую действуют двойные стандарты, когда некоторые страны позволяют себе не уважать не только международное право, но и относиться не с позиции равноправных партнеров к тем странам, которые они почему-то рассматривают не равными себе. Вот Карим Хакимов с самого начала своего приезда в Хиджаз, а затем в Саудовской Аравии, строил отношения на равноправной основе. И это, конечно, имело большое значение для того, чтобы выстроить прочный фундамент дружбы с арабскими странами. Это первое. Второе, и это тоже важно подчеркнуть, Карим Хакимов очень много сделал для того, чтобы заложить основы наших отношений именно с исламским миром. В том числе в отношении Саудовской Аравии он смог заложить в качестве одной из основ наших отношений развитие паломничества в Саудовской Аравии российских мусульман. Причем известно, что изначально пыталась эту политику проводить и Российская империя, и достаточно успешно. В 1891 году было впервые открыто генеральное консульство в Хиджазе, но потом Первая мировая война и революция прервали эту традицию. Так вот, Карим Хакимов вместе с Георгием Васильевичем Чичериным, который был наркомом и наставником Хакимова, возродили эту традицию, и впоследствии она была прервана, и наладить паломничество удалось только после 1990 года, когда отношения между Саудовской Аравией и Советским Союзом, а потом Россией, были разморожены, и было открыто в 1991 году посольство СССР, которое потом было затем преобразовано в посольство Российской Федерации в Эр-Рияде. Вот это базовые принципы, хотя можно говорить и о многом другом. Олег Борисович, Карим Хакимов действовал в 20-е и 30-е годы, в это же время, прошлого века. В это же время шла активная борьба за Ближний Восток. Карим Хакимов – яркая фигура этого времени. Как вы считаете, какие качества помогли ему быть заметным в это время? Вы абсолютно правы. Борьба шла всегда, она идет и сегодня. За 100 лет мало что изменилось. Мы видим, в международных отношениях идет острая борьба, острое противоборство. И вместе с тем Карим Хакимов опять же проявил те
качества лучшие, свои личные, человеческие, и качества дипломата, государственника, которые и сегодня, на мой взгляд, востребованы и могут помогать в развитии отношений с арабским миром. А это именно высокий уровень коммуникабельности, способность установить отношения как с людьми из самых низов, так и с людьми из самых верхов. Он общался и на рынке Джидды с любым человеком, и он в то же время мог пойти к королю, с которым был дружен, и попросить о каких-то вещах, и король обращался к нему с просьбами. И вот эта способность устанавливать, опять же, уважительные отношения со своими партнерами, личностные отношения, иногда и правильно эмоционально окрашенные, мне кажется, это одно из достоинств Карима Хакимова, которое востребовано и сегодня, когда мир переживает вот эту пору коронавирусной инфекции, люди вынуждены общаться, вот как и мы с вами сегодня, в видеоформате. Он как раз придавал особое значение и весьма удачно, успешно личностным отношениям, когда люди могут сесть, посмотреть друг другу в глаза и построить вот то доверие, которое крайне необходимо в международных отношениях. Олег Борисович, после смерти Карима Хакимова отношения Саудовской Аравии и Советской России прекратились на целых 60 лет. Как вы считаете, сделаны ли выводы из этих ошибок и почему была такая реакция? Ну, вы понимаете, я в своей книге несколько иначе подаю вот ту ситуацию и то, что возникло тогда в наших взаимоотношениях с Саудовской Аравией. И, конечно, расхожая и упрощенная версия состоит в том, что вот репрессии в отношении Карима Хакимова, они привели к замораживанию наших отношений с Саудовской Аравией. Возможно, с точки зрения саудовцев это так и выглядело, но в реалии ситуация была намного более сложной, многослойной. Она была связана с переориентацией советской внешней политики в период после прихода Гитлера к власти на западное направление, когда нужно было выстраивать антигитлеровский фронт, и в этом смысле восточное направление потеряло в каком-то смысле на тот период свою приоритетность. Это первая причина. Вторая причина, опять же, в рамках выстраивания антигитлеровской коалиции ушло на второй план наше соперничество и не наше, но Советской России противоборство и соперничество с Англией на Ближнем Востоке, которое было весьма серьезным раздражающим фактором в наших отношениях с Великобританией, а, естественно, выстраивание антигитлеровского блока, оно требовало снятия вот этих лишних раздражителей, как тогда воспринималось это руководством страны, и выстраивание фронта борьбы с угрозой со стороны пакта 4 держав, который тогда складывался. И поэтому происходило понижение как бы значимости отношений с Саудовской Аравией. На это, кроме того, на понижение значимости Саудовской Аравии повлияло также и то, что в последний период, в самые последние годы, 1936-1937 год, не удалось в наших отношениях достичь прорыва, и сошла на нет торговля, она очень сильно уменьшилась. Было очень мало обмена информацией, и в Москве стали это рассматривать как один из факторов того, что нам, возможно, там и нечего делать. Если говорить об ошибках, которые были тогда совершены, то это, конечно, репрессии против Карима Хакимова по надуманным основаниям, что он якобы был участником пантюркистского заговора. Этого быть по определению не могло. Он стал жертвой доносов, прежде всего своего помощника Юсуфа Туйметова, который обвинил его в связях с английской разведкой, с участием в пантюркистском восстании, в подготовке пантюркистского восстания. Мое личное мнение, что здесь очень много было личностных моментов. Юсуф Туйметов не состоялся как дипломат. И, вероятно, вот эти чувства зависти, ревности, они привели его к тому, что он вот эти, так сказать, голословные обвинения
предъявил Хакимову, вернее, не Хакимову, на допросах к НКВД он говорил об этом. Причем, понимаете, очень трудно отличить ложь от правды. Он был прав, когда говорил о том, что у Карима Хакимова и советника Абдель-Азиза Джона Филби были хорошие, теплые отношения. Он был неправ в том, что Джон Филби завербовал Хакимова и использовал его в своих интересах. Поэтому здесь была, если мы говорим о том, что было сделано, были и ошибки, было и объективное стечение обстоятельств. К ошибкам можно также причислить и решение министра, тогда наркома иностранных дел Литвинова, который принял решение тогда, в 1938 году, закрыть за ненадобностью генконсульства. Отношения не были прерваны, но по сокращению штатов. Естественно, все это было негативно воспринято в Саудовской Аравии. И, конечно же, сам факт репрессий против Карима Хакимова, прежде всего, был воспринят крайне негативно как королем, так и его окружением. Поэтому ситуация была гораздо более сложной и запутанной, чем это можно представить сейчас. И я бы здесь не упрощал. Но, конечно, ошибки были совершены, но они и были исправлены. Попытки их исправить принимались, начиная с 1940 года, еще Вячеславом Михайловичем Молотовым, который в 1940 году принял решение о том, чтобы заново открыть, но условий для этого не было. Потом такие попытки принимались и в 1943-м, и в 1955 годах, и в 70-е годы. Однако возникли новые обстоятельства, в том числе не только со стороны Советского Союза, но и со стороны Саудовской Аравии, которые воспрепятствовали возобновлению наших отношений. Поэтому они были разморожены только, как я уже сказал, в 1990 году, а в 1991 было открыто наше посольство уже в Эр-Рияде, потому что Хакимов открывал генконсульство, а потом полпредство в Джидде. Но, конечно же, этот период длительный, он не прошел бесследно для наших отношений, и потом пришлось нашим послам прикладывать колоссальные усилия для того, чтобы их нормализовать и вернуть в правильное русло. Олег Борисович, мой следующий вопрос был про книгу, которую вы написали, «Карим Хакимов. Летопись жизни». Скажите, насколько сложно было искать материал для книги? Я вам скажу так, было и сложно, и просто. Сложно, потому что к настоящему времени никаких глубоких, серьезных исследований биографии Хакимова в цельном виде не было. Была книжка, еще изданная сразу после реабилитации Карима Абдурауфовича, его родственником Лутфи Гадиловым. Очень хорошая книжка, очень полезная, очень своевременная. Но она была заложницей своего времени, там многие вещи нельзя было писать, например, то, что Карим Хакимов был мусульманином, наверное, это было сложно написать в советское время, и многие детали его биографии, они не были тогда, может быть, достаточно изучены, это первое. Почему? Да, трудно еще также было, потому что все материалы о жизни Карима Абдурауфовича, они присутствуют. Никто ничего не уничтожал, как некоторые думают. Все материалы сохранились, однако они разбросаны по самым разным архивам. Я назову лишь часть из них. Это Российский государственный архив социально-политической истории, это архив внешней политики Российской Федерации, это Оренбургский архив государственный, это башкирские архивы, это, наконец, музей Карима Абдурауфовича в Дюсяново. И поэтому это, естественно, сложности создавало. Однако я должен сказать, что легко было потому, что я нашел очень добрый, очень теплый, очень искренний отклик как со стороны родственников, так и односельчан, руководства музея, руководства района, Уфы и руководства Башкортостана, безусловно, главы Башкортостана Радия Фаридовича Хабирова, который, так сказать, как бы санкционировал и помогал, и я чувствовал все время его поддержку и помощь. Мне помогала и администрация
главы Башкортостана. Мне помогали очень многие люди. Естественно, я не могу не упомянуть и родственников. Зариму Хасановну Гендулину, внучатую племянницу, которая является таким пассионарным хранителем имени Хакимова и очень много делает для увековечения его памяти. Это и Ольга Халиковна Хакимова, которая является племянницей, и живет она в Москве, я с ней встречался. Я постарался встретиться со всеми оставшимися в живых родственниками Карима Абдурауфовича, и я хочу сказать, что они очень мне помогли и редкими письмами, и редкими фотографиями, и какими-то материалами. Поэтому мне было, с одной стороны, сложно писать, а с другой стороны, очень легко, потому что я везде, где произносилось имя Карима Абдурауфовича, находил помощь, содействие и поддержку со стороны журналистов, со стороны Шамиля Ремзиловича Валеева, Радика Басыровича Амирова. Я могу назвать десятки имен и тех людей, которые помогали собирать материалы, помогали писать эту книгу. Поэтому, хотя авторство мое, конечно, это в каком-то смысле и коллективный труд. Олег Борисович, вы еще не знаете отзывы читателей, ведь в библиотеке Башкортостана получают вашу книгу, поэтому, я думаю, и их отзывы вам тоже будет интересно послушать. Скажите, пожалуйста, а не появилось ли у вас желание написать следующую книгу? Возможно, есть и новые данные? Вы знаете, я не исключаю возможность появления издания исправленного и дополненного, потому что вскрываются новые факты, появляются какие-то уточнения по датам, по местам событий. И, безусловно, это заслуживает внесения в книгу, особенно в части, касающейся расследования дело Хакимова, то, как оно сейчас наличествует в архивах ФСБ, я думаю, это тоже может дополнить существенно эти изыскания, равным образом, как и исследования по части того фона, на котором происходили все эти события, потому что много было документов, которые попали ко мне в руки, опять же, с легкой руки Ильгиза Владиславовича Юсупова и других людей, в том числе английские архивы, они очень помогли. Но я не исключаю появление и новых материалов, в частности, касающихся иранского периода, туркестанского периода. Тема, я не могу сказать, что она не исследована, но она далеко не закрыта. Очень много может появиться новых, интересных фактов, которые дополнили бы наше понимание и той эпохи, и жизни Карима Абдурауфовича. Спасибо большое, Олег Борисович. Будем ждать. Это была программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня нашим гостем был посол по особым поручениям, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Саудовской Аравии в период с 2010 по 2017 годы Олег Озеров.